Я с 8 лет изучала Коран и с 12 лет служила в исламе. Я была лидером в исламе, более 24 лет служила в исламе. Многие люди меня знают через ислам. Я служила в многих городах Узбекистана и в России. В Москве, Татарстане, Башкирии. Но покаялась я в Уфе. Это было не случайно, конечно. Бог это планировал, чтобы я была спасена. Через одной женщины, ей где-то было 70 или 80 лет. Она мне говорила, что мне больно, Лейла, на тебя смотреть, вы, мусульмане, неправильно молитесь, поэтому Бог не может вам помочь. Потом я ей говорю, как это мы неправильно молимся? Я с 8 лет изучаю Коран и служу в исламе с 12 лет. И наоборот, это вы неправильно молитесь. Говорю, она говорит, нет, вы не знаете, не говорите Иисуса Христа своим Спасителем и Господом, не признаете Его. Я говорю, Он не Сын Божий, Он не Мессия, Он не посланник Божий, Он просто пророк. Аллах это Бог, и Он никогда не родил и не рожает. Так что помоги. Потом она говорит, нет, Лейла, вот видите, вы не признаете Иисуса Христа, поэтому у вас нет доступа к спасению, у вас нет исцеления. Я говорю, а что такое исцеление? Она говорит, служащий Богу человек, Бог его исцеляет сверхъестественным образом, и он никогда не будет болеть. И она у меня было, Господи, только помоги. Короче, я была очень богатая. Я не хвалю себя. Я никто себя хвалить. Просто у меня золото остались от моей бабушки, от маминой мамы. Она меня воспитала. Моя мама умерла от рака. И отцовские стороны умерли от серьезных болезней в сердце, в печени. И, короче, в конце уже моей болезни я не могла даже покупать себе лекарства. У меня ничего не осталось, у меня ни золота, ничего не было. У меня были опухоли в женских органах, у меня были черепные давления, в организме давление, у меня были преувеличение печени, то у меня были проблемы в сердце, в легких, в почках. Короче, в последнее время я не могла сидеть. Что я ела и пила, мне обратно выходила. У меня лицо было серое. Дух Святой, помоги во имя Иисуса Христа, Господи. И, короче, эта женщина мне так сказала, что у них в церкви есть бывшие мусульмане, которые исцелились от бесплодия, от рака печени. Я ей спорилась, мне это было трудно поверить, потому что я сама учила людей. Я была лидером в исламе, мне невозможно было в это поверить. Но когда человек Дух Святой коснется, оказывается, человек это изменяется резко. И последнее время не смогла вот так даже сидеть. Меня простите, пожалуйста, вот так не могла сидеть. И я там работала стоя, каждый час заходила в туалет, чтобы меня не видела камера, что я пью лекарства обезболивающие. Я пила кетонал или найс. И, смотрю на эту женщину, она не пьет лекарства, она чувствует, так мощно двигается. Прям видно, что от Бога у нее сила. Потом я пошла к врачу, мне врач назначил день обследования, что у меня будет большая операция, и сказала, что мне не поможет эта операция, потому что у меня были черные пятна. Потом вышла из этой больницы и смотрю на свою жизнь, что я долгие годы служила в исламе. И я бывала, что у меня вены не принимали капельницу, я ползала попой. Я проповедовала исламскую религию тем людям, которые спрашивали меня проповедовать в больнице, где я лежала, старшие в больнице. Говорю, нет, если я сейчас не пойду к Иисусу, то я умру от своей болезни. Если я пойду к Иисусу, в исламе есть такое, что даже в Коране написано, что кто будет против Аллаха, его убивают, и он будет проклятым. Если я сейчас не пойду, то я умру от своей болезни, и мои дети останутся сиротами, мои дети двое. Потом я на следующий день
Пошла на работу. Эта женщина мне сказала, ко мне подошла, Лейла мне сказала, что ты вчера пошла в больницу. Я говорю, да, Лидия, пожалуйста, меня ведите туда, где есть Иисус Христос, я не хочу умереть. Она мне спросила, ты готова ли отдать ему свою жизнь? Я говорю, готова, лишь бы я не умерла, чтобы мои дети не мучились так, как я сейчас мучаюсь без своих родителей. Я родилась в богатой семье, но я выросла как служанка, потому что меня воспитала моя бабушка. Но они, конечно, разрешали мне служить в исламе. Ну, как у меня получилось, я очень, как сказать, посвящена была в исламе. Люди, например, читают 5 раз намаз, я бывало, что 7-8 раз читала намаз. Учила людей Коран, хотя это было очень плохо и очень сложно. Я еле дышала, бывало такое, сильные приступы. Ну, сами понимаете, кто знает эту серьезную болезнь. О, Боже, помоги. Потом эта женщина меня тот день вела в церковь, там за меня никто не молился, за мои болезни. Мне сказали, что молитву покаяния не надо тебе читать. И мне сказали, что Иисус меня знает, и Он меня исцеляет, и Он меня слышит, хотя я Его не вижу и не слышу. И тот день я посвятила свою жизнь Иисусу Христу. Вышла оттуда, у меня начались приступы. В то время тоже у меня были боли, когда я сидела там в церкви. Вышла оттуда, у меня была большая кожаная сумка, в которой находились и тонометр, и термометр, все, что надо для сердца и для всего. И вышла оттуда, говорю, Иисус, я тебя не вижу, но мне сказали, что ты меня видишь. Я не хочу принимать вот эти лекарства. Показываю сумку свою. Потом у меня были черепные давления. Это такая сильная, серьезная боль, как будто взорвется человеческий мозг. Держу вот так голову и говорю, во имя Иисуса Христа пусть остановится всякая боль в моем теле. Повторяла во имя Иисуса Христа, убрала руку. Никакой боли у меня не было. Хоть верьте, хоть не верьте, мне Бог тот же день исцелил. Я пешком пошла домой. Я не чувствовала ни землю, ничего. Это был мороз 14 февраля 2016 года. Потом мой муж узнал, что я приняла ислам. Извините, Иисуса Христа, потому что я не читала намаз. Один раз он мне сказал, идите читайте намаз. В исламе это новообращаются. Потом я так постелила этот ковер, там стою, сама по себе общаюсь с Богом, сижу, общаюсь с Богом. А он лежа на меня наблюдает. Он мне говорит, типа, читайте правильно намаз. Я говорю, я читала, обращалась к Богу так, как я могу, так, как я знаю, как меня ведет Бог. Я не знала пока по-христиански молиться. Меня Бог вел. Вы знаете, я ненавидела христиан. Я проклинала людей, которые говорили против ислама. Но когда я приняла Иисуса Христа, Бог меня сделал так, что я полюбила всех, хоть алкаш, хоть наркоман, хоть кто. И я брезгалась от всех. Я вот так держала дверь, чтобы у меня тахарат не сломался, если вы знаете среди вас кто-нибудь. Потом мой муж мне показал нож, что он меня зарежет. Либо я, либо Иисус. Хотя это позор в исламе, разрушать свою семью. Я не боялась от этого позора, я боялась терять Иисуса Христа. Я тот же день ушла из дома. Но дети со мной. Но вы сами знаете, что Бог говорит. Кто откажет от души своего ради во имя мое, то он его приобретет. И Бог сделал так, хотя это много времени прошло, мой муж до сих пор не женился. Это делает Бог. Я сейчас молюсь за его спасение.